Угроза, которую представляет группировка «Исламское государство», захватившая огромную территорию Ирака и Сирии, всерьез беспокоит все страны Центральной Азии. Ведь ряды «Исламского государства» продолжают пополняться боевиками из этого региона. Это флаг радикальной группировки «Исламского государства», который был вывешен 28 августа на мосту Ташкента, столицы Узбекистана. Этот акт взбудоражил общественность и силовые структуры Узбекистана. 28 августа мировые СМИ сообщили о массовой казни более 160 военных сирийского президента Башара Асада в городе Ракка. Эти кадры узбекской службе «Радио Свобода» отправил по мобильному телефону узбекский боевик, который утверждал, что сам участвовал в казни и заснял пленных на видео. Он представился как Абу Абдуллах, ему 25 лет. Это всего лишь один эпизод злодеяний и преступлений, совершаемых этой группировкой с момента ее установления 29 июня 2014 года. Боевики «Исламского государства» провели массовые религиозные чистки людей, принадлежащих другим конфессиям. Они подвергли рабству их женщин, обезглавили по меньшей мере 3 журналистов, разрушили многовековые святыни мусульман и исторические памятники. Такой произвол привел в ярость мировое сообщество. На днях еще один боевик группировки связался с узбекской службой «Радио Свободы», чтобы заявить о своих целях создания исламского государства не только в Узбекистане, а на всей территории Центральной Азии. Он представился как Абу Усман. Я 20 лет работал в правоохранительных органах, работал в суде и в системе МВД в звании майора. После увольнения по собственному желанию я приехал в Россию на заработки. Здесь Аллах дал мне веру, указал на верный путь, и я приехал в Сирию для джихада. Хочу сказать правду, что на протяжении 20 лет в своей стране я помогал репрессировать невинных мусульман, а теперь, слава Аллаху, я нахожусь в Шаме. Иншаллах, мы установим исламское государство по всему Мавараун-Нахру, и неверные ответят перед нами. По данным Лондонского международного центра исследования политического насилия, по состоянию на декабрь 2013 года в Сирии и Ираке базировались свыше 11 тысяч боевиков из 74 стран мира. Центральное разведывательное управление США на данный момент насчитывает до 31 тысячи боевиков в составе группировки «Исламского государства». Кыргызстан и Таджикистан официально объявили, что на стороне Исламского государства воюют до 150 граждан Кыргызстана и около 200 таджикистанцев. По неофициальным данным, предположительно, что около 500 граждан Узбекистана, 300 граждан Туркменистана, 150 казахстанцев также вступили в ряды экстремистов Исламского государства. 25 сентября стало известно, что только из одного села Чоркышлок Сагдийской области Таджикистана в Сирию уехали 20 человек, 2 из которых уже погибли. Это Йосенхон Ишонов, отец 27-летнего Якубджана Ишанова, одного из 20 нынешних боевиков Исламского государства, которые изначально уехали в Россию на заработки. О том, что он едет в Сирию воевать, мы узнали совершенно случайно, и это известие стало для нас как гром среди ясного неба. А когда я спрашивал, зачем он согласился туда ехать, сказал как-то, что хочет сделать благое дело, мол, это саваб, что это поможет сделать людей и детей свободными. Но я сказал, что джихад, где мусульмане убивают других мусульман, не больше, чем война. И это страшно. Он глуп. Он был обманут. На Ближний Восточный джихад из стран Центральной Азии едут люди разные и по различным причинам. По мнению эксперта Ерлана Карина, чтобы противодействовать группировке «Исламское государство», для начала надо выявить и устранить эти мотивы. Это заложники разных проблем. То есть люди, которые оказались в разных сложных жизненных ситуациях, финансовых ситуациях или прочих других каких-то ситуациях, и которые, там, опасаясь, например, там, следствия, уголовного преследования, были вынуждены покинуть страну, находились на территории других стран, Турции, там, стран Ближнего Востока, и потом
подвергаясь идеологической обработке, выезжали и на территорию Сирии оставались там. Вторая категория — это, так скажем, обманутые, то есть те люди, сочувствующие идеям джихада, верующие, которые поверили всей этой пропаганде о том, что Сирия сегодня — это благоприятная территория для жизни мусульман. На саммите Шанхайской организации сотрудничества лидеры центральноазиатских стран в один голос подтвердили свою приверженность по предотвращению угроз исламского государства в Центральной Азии. Для предупреждения такой ситуации странам Центральной Азии необходимо усилить борьбу с религиозным экстремизмом и объединиться для борьбы против этого явления. На встрече с лидерами духовенства по случаю празднования Дня независимости Узбекистана президент Ислам Каримов назвал эту группировку мерзкой и заявил о недопустимости их активизации в Узбекистане. Однако почти беспрепятственный транзит из стран Центральной Азии в Россию и далее через Турцию в Сирию и Ирак обеспечивает безвизовый режим между этими странами. Ведь введение таких ограничений на передвижение могло бы еще больше ударить по миллионам простых граждан. Если не принимать во внимание какие-то экзотические маршруты из стран Центральной Азии на территорию подконтрольную исламского государства, по мнению экспертов, Турция остается основным пунктом отправления на исламский фронт. На недавних слушаниях в Сенатском комитете по вооружениям и обороне начальник генерального штаба США генерал Мартин Демпси сказал, что наиболее частым маршрутом перемещения в Сирию боевиков организации «Исламское государство» в Сирии и Ливанте является воздушный путь. Заезжают через город Истамбул, через аэропорт Ататюрка, а далее продолжают маршрут воздушным путем близ границы с Сирией или едут наземным транспортом, добираются до 3 основных пунктов на границе, протяженность которой составляет 900 километров. Черный флаг группировки исламского государства многим в Центральной Азии напомнил тот самый флаг, под которым буквально в недельный срок с конца 1991 года был установлен закон шариата в узбекском городе Наманган радикальной организацией «Адолат». Уже тогда духовные лидеры организации Тохур Йолдош и Джума Намангани заявили о своих целях создания исламского государства на всей территории Центральной Азии. На этих кадрах от 9 декабря 1991 года, стоя на коленях перед происламски настроенной толпой, Каримов даст согласие поставить этот вопрос на обсуждение в парламенте. Однако после укрепления своей президентской власти Каримов отдает приказ ликвидировать эту группировку, и в последующем на протяжении всего своего более чем четвертьвекового руководства он продолжал жесткие репрессии в отношении любого проявления исламизма в Узбекистане. Такой подход к решению проблемы радикального ислама в Центральной Азии, по мнению Human Rights Watch, еще больше порождал радикализацию даже среди мирных мусульман. Террористическая организация «Исламское движение Узбекистана», основанная Юлдашевым, который был убит американскими беспилотниками в 2009 году, продолжает свою деятельность в Афганистане и Пакистане. А странам Центральной Азии теперь приходится иметь дело и со своими гражданами, вступившими в ряды группировки исламского государства, которых учат бескомпромиссной борьбе. Какие бы меры борьбы с радикальными террористическими группировками не избрали правительства Центральной Азии, идеологические или военные, молодые люди будут продолжать делать свой собственный выбор. И желательно, чтобы он был правильный. Ведь в конечном итоге этот выбор и предопределит будущее региона. Молодая девушка Самира из Кыргызстана поехала в Сирию, чтобы стать медсестрой для джихадистов. Увидев, что там происходит своими глазами, она решила вернуться обратно, на родину. Один молодой человек по интернету мне все время отправлял разные видео про джихад. Рассмотрев это, я согласилась поехать с ним в Турцию, а оттуда мы направились в Сирию. Оказавшись там, я поняла, что люди в Сирии не живут по законам шариата. Мусульмане воюют друг против друга. Мне захотелось как можно скорее вернуться домой. Там очень много молодых девушек и парней. Приехавшись из разных стран, многие из них там гибнут. Это была программа «Перекресток» центральноазиатских служб радио «Свободная Европа», радио «Свобода». С вами был Алишер Сыдык.
До новых встреч!